Добрый вечер. А теперь о главном. Сегодня состоялось заседание депутатской комиссии, которая была создана 21 ноября, после того, как в связи с убийством в Стамбуле 10 ноября Айркина Саймаити стала появляться информация о его связях с кыргызскими политиками. Про эти связи пока разговора нет, но заседание стало ярким примером бюрократической эквилибристики. Например, про Боинг с грузом, рухнувший под Бишкеком в январе 2017 года, говорилось. Вот, я говорю о том, что это был один из контрабандных грузов. Никак не может быть такой контрабанды самолетом. Вы не можете этого говорить. Нет, я могу ответить. Там в аэропорту, кроме нас, есть еще 5 служб. Там не то, что огромный борт. Там 500 килограммов не пропадут из импортируемого груза. Получается, на таможне даже полтонны груза не могут потеряться. Но так происходит только тогда, когда этот груз зарегистрирован при вхождении на территорию Кыргызстана. За него все уже отвечают головой. А если его не зарегистрировать, то груза в таможенном пространстве вообще нет. Однако его можно продавать, получать деньги, перечислять их за рубеж, а груза нет. К этому добавляется еще и разница методологии подсчета. К нам в целом из Китайской Народной Республики в 2019 году поступил импорт на сумму 1 миллиард 942 миллиона долларов. Здесь, как вы сами говорите, наблюдается расхождение статистики. А по информации Китая поступило на 5 миллиардов 556 миллионов долларов, как считается. То есть, по статистике Китая, завезено товаров на 5,5 миллиардов долларов, но Кыргызстан импортировал всего на сумму чуть менее 2 миллиардов. Разница 3 миллиарда 600 миллионов долларов в год. Но Турутаев говорит, что у Казахстана сейчас расхождение вообще 6 миллиардов, тогда как в 2015 году такая разница была всего 3 миллиарда 300 миллионов долларов. То есть, все этим занимаются, а виноват во всем Китай. Мы каждый год поднимаем вопрос перед Китаем. Наша таможенная служба сама заинтересована в этом, чтобы найти причины такого расхождения в статистических данных. Поэтому наша таможенная служба направляет в Китай каждый год по несколько запросов. Давайте сопоставим. Нам надо выяснить ситуацию, причины и так далее. Это уже длится с 2010 года, но Китайская Народная Республика, опираясь на свои внутренние законы, говорит, что они не могут сопоставлять с нами статистические данные, потому что здесь на самом деле речь идет о защите экспорта. Мы объясняем миллиардные расхождения просто. Китай поощряет экспорт, и их бизнесмены и таможенники завышают объемы экспорта, чтобы получить некоторый возврат средств, как будто если записать их за Узбекистаном, от этого общие объемы уменьшатся. Так что все товары, пересекающие границу Кыргызстана, даже если груз следует транзитом в другие страны, они записывают как следующий именно в Кыргызстан. Так мы говорим. Самая первая причина такого расхождения – это транзит грузов в Узбекистан и Таджикистан. Все такие грузы статистика Китая записывает как следующие в Кыргызстан, то есть как экспорт в Кыргызстан. Если все это разделить и снова подсчитать, грузы, оставшиеся в Кыргызстане, и транзит, то разницы в статистике уже не будет. Турутаев привел пример, что по китайской статистике в Кыргызстан было импортировано 70 тысяч высотных кранов, в то время как на самом деле Кыргызстан получил их только 10 штук. Можно привести и другой пример. В 90-е годы Кыргызстан заказал в Чехии 2 радара «Тамара». Такие радары видят американские самолеты-невидимки «Стелс». Оказалось, что эти радары должны были уйти в Иран, но официально покупал Кыргызстан. И подобная казуистика процветает во всех сферах Кыргызстана. Министр внутренних дел или глава ГКНБ твердят, что все милиционеры и чекисты строго исполняют свои обязанности, так что никаких нарушений в принципе быть не может. Но все мы прекрасно знаем, как они мучают бизнесменов и простых граждан. Просто такая их деятельность не фиксируется, как не регистрируется и контрабанда. Иначе бы она не была контрабандой. Доказать почти ничего невозможно, что и требовалось доказать. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.